Доброе утро всем тем, кто начинает свой день вместе с телеканалом «Якутия-24», а именно программой «Утро Якутии», самой уютной, самой семейной и самой ранней программой на телеканале «Якутия-24». Вновь мы готовы зарядить вас энергией, рассказать полезное, интересное, чтобы день сегодня прошел в приподнятом настроении, чтобы все цели, которые вы себе поставили на сегодня, обязательно выполнились, и мы для этого сделаем все, что мы можем сделать сегодня. Меня зовут Павел Танин, чуть позже ко мне присоединится моя коллега Дарья Анкехова, она тоже будет с нами встречать сегодняшний день. Ну а пока мы начинаем наш эфир. Всем еще раз доброе утро и давайте узнаем, что ждет нас сегодня за окном. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха утром в 6 часов была плюс 6 градусов, днем ожидается до плюс 11. В заречной группе от плюс 4 до плюс 11, в южных 5-12 градусов тепла. В Вилюйской группе от 6 до 17 со знаком плюс, в Нижнеленских от плюс 3 до плюс 10. В западных от плюс 7 до плюс 17, в Колымо-Индигирской группе Улусов от минус 2 до плюс 9, в Янских от минус 5 до плюс 6, на северо-западе от минус 14 до плюс 6. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра была плюс 3 градуса, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 2 метра в секунду. А сегодня днем в столице республики ожидается погода без существенных осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду с порывами до 9-14 метров в секунду, так что будьте осторожны. А температура днем в Якутске ожидается в диапазоне от плюс 12 до плюс 14. Если бы не ветер, можно было сказать, что радует нас погода теплом, но ветер, конечно, свои коррективы обязательно внесет. Но мы не отчаиваемся, день все равно зависит от того, как мы его воспринимаем. Ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях, после чего мы вернемся. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В Якутске усилили контроль за пожарами на майские праздники. Для отслеживания угроз используют спутниковые системы, авиапатрулирование, камеры видеонаблюдения. Так, в городе запрещено выжигание растительности и сжигание мусора. Но есть официальные места для отдыха. Городской пляж в 202-м микрорайоне, район села Владимировка и территория за причалом погрузки угля в Кангаласах. Там можно готовить шашлыки на углях, но только с соблюдением мер безопасности. Рядом должны быть вода или огнетушитель. За нарушение грозят штрафы от 5 до 800 тысяч рублей. В Якутии начали вскрываться ото льда реки. Как отмечают гидрологи, ледоход на некоторых реках начался раньше. На 4 суток раньше нормы ледоход стартовал на реке Амге у гидропоста Буяга в Алданском районе. Очищение ото льда наблюдается на реке Кемпиндяй у села Кемпиндяй Сунтарского района и на реке Таннары у села Чай Вилюйского района. 7 мая на 2-3 суток раньше нормы вскрылись реки Ичона и Ичода в Мирнинском районе. Пройти альтернативную гражданскую службу вместо армии стало проще. Минтруд расширил список доступных профессий. Теперь среди вариантов не только привычные специальности, но и довольно необычные. Например, можно служить конюхом, оленеводом, водолазом или матросом. В списке также есть врачи, медсестры, IT-специалисты, инженеры, артисты, синоптики и даже представители редких цирковых профессий. По мнению парламентариев, такое расширение поможет эффективнее использовать навыки призывников. Специалисты смогут работать по профилю и приносить реальную пользу в больницах, коммунальных службах и других важных сферах. В Якутске запустили эстафету вечного огня. Частицу неугасающего пламени из столицы передадут в Мегино-Кангаласский район. Лампаду зажег сам глава Улуса Дмитрий Тихонов. Право доставить огонь на Малую Родину получил 8-классник Илгастан Афанасьев, ученик Маинской средней школы. В селе пламя зажгут 8 мая у обновленного монумента «Путь Победы». Вечный огонь – это символ победы и дань памяти нашим воинам и тем людям, которые трудились в тылу, приближая нашу победу. Это будет значимым шагом в увековечении их памяти и воспитании подрастающего поколения любить свою родину, свой народ, как нам завещали наши солдаты, наши деды и прадеды.
Завершилось обучение первого потока нового учебного центра беспилотных авиационных систем «Полярный». Обучение проходило 2 недели с 21 апреля по 4 мая. 8 специалистов из разных отраслей освоили квалификацию оператора беспилотных авиационных систем максимальной массой менее 30 килограммов. В составе выпускников, в том числе ветераны боевых действий, которые сегодня получают новые востребованные навыки и возможности для профессионального развития. Уже в июне стартует следующий поток для сотрудников сферы энергетики, а до конца года Центр планирует подготовить не менее 100 специалистов. Беспилотная авиационная система в будущем, я думаю, очень сильно повлияет на экономику, очень сильно ее поменяет. В первую очередь, я думаю, уверен, что в транспортном, логистическом смысле, потому что у нас территория республики, она большая. У нас как бы транспорт удаленных населенных пунктов, дороги тоже как бы есть определенные сложности в межсезонье и так далее. То есть именно использование беспилотных авиационных систем, доставки в логистике, это будет, конечно же, ощутимо менять нашу экономику, логистику, так скажем, цены на услуги и товары. Утро Якутии. Мы продолжаем. Уже завтра страна отметит самый главный праздник в нашей истории. Это, конечно же, День Великой Победы. И в преддверии этого праздника сегодня мы поговорим о месте, куда якутяне приходят почтить память героев. О вечном огне в Якутске. Это не просто мемориал, а важная часть истории города и одно из главных памятных мест столицы республики. Как появился вечный огонь, что он символизирует сегодня и почему такие места остаются важными для горожан. Об этом узнает моя коллега Дарья Анкехова. Она на прямой связи со студией. Даша, доброе утро. Тебе слово. Доброе утро, студия. Доброе утро, Павел. Доброе утро, республика. Сейчас я нахожусь у мемориального комплекса с вечным огнем. И именно здесь, да, зачастую собирается очень много людей, которые считают, что этот памятник посвящен лишь Великой Отечественной войне. Но на самом деле у нас это связано с событиями гражданской войны. Но об этом поговорим мы подробнее, да, и почему вообще появилась такая традиция посещать эту локацию. Со мной рядом находится председатель общественной палаты, руководитель городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Высоких. Доброе утро, Андрей Анатольевич. Доброе утро, Даша. Давайте для начала все-таки поговорим, чему посвящен этот мемориал, потому что все-таки очень много людей путают. Ну, на самом деле, надо просто войти вовнутрь вот этого мемориала и увидеть вот здесь, вот, в общем-то, все написано. То есть многие не знают, что гражданская война на территории Советского Союза закончилась как раз в Якутии. Это был 23-й год, и вот последний бой, это вот 13 февраля под Амгой, оборона Сосыл-Сосы, это вот был последний практически бой на территории Якутии и вообще на территории Советского Союза. Поэтому вот и всех погибших, вот, ну, будем так говорить, не за белых, не за красных, а были, так сказать, сторонники советской власти и противники советской власти. Но действительно, это гражданская война, и, к сожалению, убивали друг друга, там и братья, и близкие, и так далее. И это решили похоронить здесь. Ну, а как давно здесь появился вечный огонь? В 1975 году. То есть вот у нас канун уже 30-летия Победы, как раз вот памятник, и появился Площадь Победы со стеллой, танком, и вот этот комплекс. А вообще здесь изначально, ну, в те времена гражданской войны, это был погост рядом с храмом, и вот здесь была братская могила, и вот фамилии, кто здесь выбиты, этих людей. Но был сначала просто такой комплекс, такая вот стояла тут картина, я помню, большая. А в 1975 году вот сделали этот мемориал в таком вот как раз национальном стиле, когда хоронили в колоде на деревьях вот, людей. То есть это вот такое воздушное как бы сооружение. То есть вот этот комплекс, он не просто так оформлен, Да, да? То есть да, здесь да. есть тоже какой-то смысл, Подтекст, да? да, конечно. Угу. А почему именно здесь вот вообще в целом решили установить этот мемориал? Ну, я думаю, что, ну, раз похоронили этих людей в гражданскую войну, и вот здесь потом и сделали. И действительно не надо путать между вот Великой Отечественной войной площадью Победы и вот площадь павших бойцов. Кстати, очень много лет его называли площадью Марата. Интересно. А тогда в Советском Союзе просто, ну, Марат был французский революционер, то есть вот эта вся французская революция, и просто брали оттуда вот эти имена и фамилии, присваивали им какие-то вот эти наши. Поэтому у нас, в принципе, мы всю жизнь говорили площадь Марата. И на языке это все равно крутится. А вот площадь павших борцов, это как, ну, вот
уже официально, будем так говорить. А может быть, есть еще какие-то интересные факты вот про данный мемориал? Но про это нет, но вот в принципе, понимаете, у нас вокруг Якутска несколько захоронений, вот именно гражданской войны. Взять того же Каландаршвили, которого, да, вот был убит с группой товарищей на подъезде к Якутску на Табагинском мысу. И первоначально их похоронили в районе площади Дружбы. Но потом изгумировали тела и похоронили на Вилюйском кладбище. Там стоит мемориал, кстати, он тоже памятник республиканского значения. А самого Каландаршвили решили увезти в Иркутск. И вот по одной из легенд наших семейных, что мой дед Иннокентий Гаврилович Серкин как раз и вез его в Иркутск, тело Каландаршвили. Вот так, да? То есть легенд достаточно много, да, о таких исторических моментах, да? А вообще, что для людей значит вот вечный огонь? Все-таки подрастающее поколение сегодня относится к этому, знаете, как данность. Вот есть вечный огонь и есть. А Ну, все-таки вот наверное, для вас лично, возможно. Ну, вообще, вот как вчера было на площади Победы, вот свеча памяти. То есть мы все-таки как-то огонь воспринимаем, ну, могила неизвестного солдата, да, то есть и все приходят и возлагают цветы, и бабушки, и вот сегодня ребята, которые вернулись с СВО, приходят, и, ну, просто есть место, куда можем принести цветы или просто поклониться погибшим за вот. И, ну, кстати, в нашей молодости, в советское время, мы сюда обязательно приезжали после регистрации в ЗАГСе, и фотографировались. Это здесь, на площади Победы, и вот на Портовской трассе у СРГ. Да, столбов. очень интересно, да, потому что вот мы с вами эту Локация тему такая. обсуждали, что не всегда эта локация была связана с какими-то трагическими событиями, да? Вот после свадьбы была реально традиция сюда приезжать и фотографироваться. Опять же, знак уважения, наверное, не более, не хайп, как сейчас говорят, или что-то такое. Все-таки дань вот, уважения погибшим. А какие памятные мероприятия проходят здесь, вот, допустим, ну, в мае? Ну вот давайте вернемся к тому, что все-таки буквально в понедельник было обнаружено то, что эта плита, вот та дальняя плита, лепесток был разбит, то есть он был отколот. И вот сегодня мы с тобой подошли, Даша, и мы видим, что уже ремонт закончился, уже сделали, наверняка сегодня уберут вот эти все опалубку, будем так это называть, и наверняка опять зажгут огонь, потому что вот с понедельника его погасили, потому что, ну, действительно, это очень вандализм, к сожалению, у нас в Якутске процветает, и почему-то за него никого не наказывают. Вот тоже вопрос тогда, да, вот что будет ждать людей, которые все-таки это совершают? Сложно ли найти их? Находим ли мы их? Как-то наказываем? К сожалению, не знаю. И вот, опять же, общественная палата, ну, с администрацией города мы 12 декабря приняли такой кодекс для города Якутска, где как раз и говорим о поведении в обществе, да, отношении друг к другу и так далее, и вот в том числе и вандализм. И когда мы вот этот уже кодекс приняли, и в школах раздавали и всем желающим, и меня спрашивают, а кто будет следить за тем, чтобы вот наказывать кого-то? Я говорю, ну, кроме горожан это никто делать не может. Ни общественная палата, ни мэр, ни МВД. То есть мы сами должны делать замечания, и мне кажется, это будет более, так сказать, важно. А пойти наказать, ну, чаще всего это опять же хайп, эти молодые люди, которым просто надо. Ну, а вот на вашем опыте меняется ли интерес молодежи вообще к памятникам, Да, к истории? да. То есть, поскольку я занимаюсь сохранением истории города Якутска, и вот за последние годы действительно повернулись к истории. Даже взять тот же, если мы там 5 лет назад говорили и готовили документы для того, чтобы городу присвоили звание «Город трудовой доблести», и мы подняли очень большие архивные данные, там надо было порядка 3000. Ну, то есть, и когда вот семьи узнали, что их там дедушка или бабушка во время войны работали или и так далее, и они начали копать, и уже сегодня такое пошло массовое, будем так говорить, какое-то влечение того, чтобы найти истину вот стариков своих, что они делали, как они жили и что они сделали для города. Андрей Анатольевич, и вот заключительный вопрос, да, все-таки вечный огонь гореть будет, да? Обязательно? Я надеюсь, да. И на самом деле сегодня 8-е. Да. Давайте поздравим все-таки, да, всех, кто причастен к этому дню, 9 мая, Дню Победы, наше старшее поколение, дай им Бог здоровья, самое главное. И всем горожанам давайте на самом деле уважать друг друга, любить наш город и относиться к нему вот именно по-хозяйски, с любовью.
Спасибо большое за такую утреннюю беседу. Мы, конечно, желаем вам хорошего рабочего дня, прекрасного настроения. Но и передаем слово нашей студии. Павел. Спасибо, Дарье. Ждем ее обязательно в нашей студии. Я надеюсь, скоро она вернется. Но мы пока продолжаем. И раз мы уже заговорили о предстоящем празднике, завтрашнем, 9 мая, чуть позже мы подробнее еще о нем поговорим. А пока хотелось бы напомнить, что в разных странах его встречают в разные дни. Например, сегодня, 8 мая, Европа отмечает День Победы. Исторически так сложилось, потому что акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан вечером 8 мая по центральноевропейскому времени. В Москве в этот момент уже наступило 9 мая. Отсюда и разница в датах. Для нас главный день впереди, но сегодняшняя дата тоже часть общей истории. А о том, чем еще запомнилось 8 мая в разные годы и какие события сделали этот день особенным, расскажем далее. На календаре 8 мая. Сегодня отмечают Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. По народному календарю Марк Ключник. Этот день называли еще птичьим праздником. В это время пернатые возвращались в родные края целыми стаями. Крестьяне выходили утром на конопляные поля и смотрели. Если на них летят птахи, урожай этого растения будет хорошим. В таком случае они разбрасывали семена конопли по двору для домашних и залетных птиц. Этот день в истории. В 1910 году в этот день состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой. В 1945 году подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы. В 1945 году завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. А в 1965 году в этот день в Советском Союзе утверждено положение о почетном звании «Город-герой». В этот день родились Ален Рене Лесаж, французский сатирик, романист. Василий Пушкин, русский поэт, дядя Александра Пушкина. Гарри Трумен, 33-й президент США. Владимир Сафроницкий, советский пианист, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. Андрей Львов, французский микробиолог, нобелевский лауреат. Николай Тарский, тренер, судья, организатор физкультурного движения в Якутии. Именины сегодня отмечают Василий, Марк и Сергей. В преддверии большого праздника и длинных выходных хочется сохранить силы и хорошее самочувствие. Но иногда утром так не хочется вставать с кровати, что даже думать о физических упражнениях, не приходится. Хорошая новость: есть комплекс, который можно выполнять, не поднимаясь с пола, лежа на спине. Мягко, безопасно для позвоночника и очень эффективно для пробуждения мышц. Наш инструктор покажет, как за несколько минут привести тело в тонус без резких движений и вертикальных нагрузок. Всем доброе утро! Сегодня мы сделаем зарядку прямо на коврике. Итак, поехали! Первое упражнение у нас очень простое. Мы ложимся на спину, вытягиваем ножки, кладем ручки за голову и по очереди поднимаем правую и левую ножку. Это упражнение можно выполнять 1-2 минуты. На самом деле оно очень несложное, но эффективное. Поднимаем ножку, делаем выдох, ставим себе таймер, включаем себе красивую музыку, веселую музыку и наслаждаемся нашими упражнениями. Обязательно дышим и думаем о хорошем. Следующее упражнение у нас будет ягодичный мостик. Ручки мы выводим вверх, затем поднимаем таз вверх, прожимаем ягодицы и делаем выдох. Сильно не прогибаем корпус, поднимаем ягодицы, сжимаем и наверху делаем выдох. Это упражнение мы выполняем 1 минуту. Стараемся руки положить полностью на пол, чтобы наша спина расправилась, чтобы у нас выровнялась осанка. Кстати, это упражнение тоже очень хорошо выравнивает нашу осанку, выпрямляет спину.
Следующее упражнение у нас будут махи на боку. Все очень просто. Нижнюю ногу сгибаем, верхнюю выводим чуть-чуть по диагонали, носок на себя и начинаем поднимать. Вы можете поставить себе таймер на 1 минуту или посчитать 25-30 повторений. При подъеме ножки мы делаем выдох, вниз, вдох, выдох, вдох, выдох. Обязательно не забываем дышать, потому что это очень-очень важно. Следующее упражнение называется лодочка. Итак, мы вытягиваем руки вверх. Шея у нас продолжение спины. Мы ее вот так вот не запрокидываем. Ножки у нас немножко по диагонали. Поднимаем одновременно руки и ноги наверх. Поднимаем, опускаем и верхние точки мы фиксируем. Это упражнение выполняем 15-20 повторений в медленном темпе. Наверху мы выдыхаем, вдох, выдох. Это упражнение очень хорошо помогает для поясницы. Укрепляет мышцы поясницы, укрепляет мышцы ягодиц. И, конечно же, у нас здесь в данном случае работает очень хорошо спина. Вдох и выдох. Наверху немножечко фиксируем. Итак, у нас на этом все. Если вы хотите быть здоровыми, красивыми и сильными, то вам обязательно нужно заниматься спортом. Но если у вас нет по какой-то причине сейчас времени на это, вы можете начать заниматься прямо дома. И начните с зарядки. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Пока-пока. После такой щадящей зарядки организм точно проснулся, но вопрос с утренним напитком остается открытым. Принято считать, что бодрое утро начинается с чашечки кофе, но диетологи напоминают, напиток в первую очередь должен быть во благо здоровья. Вода – бесспорный лидер. Затем на замену кофе может прийти цикорий. Он не содержит кофеина, обладает мочегонным действием, при этом снабжает организм необходимыми питательными веществами, снимает тревогу, успокаивает, нормализует обмен веществ и снижает уровень глюкозы в крови. Его можно пить как самостоятельный напиток, так и с молоком, с добавлением сиропа или сахара. А еще хорошо бодрит какао. Там есть антиоксиданты, стимулирующие выделение гормона удовольствия, железа, фосфор, кальций. Только не гранулированный с добавками, а настоящий порошок, который нужно сварить на плите с водой или молоком. А есть и такие, кто начинает свой день все-таки не с кофе, какао или цикория, а с чая. В утренней чашечке чая есть что-то магическое. Первые глотки словно настраивают внутренний ритм на новый день, но не всякий чай одинаково хорош для этого ритуала. Пуэр особенный. Его глубокий землянистый вкус и долгое послевкусие сопровождаются удивительно ровным и стойким эффектом бодрости. Почему этот древний китайский чай все чаще выбирают вместо кофе, давайте раскроем эти секреты. Вот сегодня я вам хочу рассказать про пуэры. Это огромный мир китайского чая, который китайцы считают единственным черным чаем. И посмотрим, какие же они все-таки бывают, да. Но самое большое отличие между пуэрами – это шэн-пуэры и шу-пуэры. Шу-пуэры – это возрастные пуэры, которые с каждым годом становятся только лучше созревают. Их можно называть зрелым взрослым человеком. А шэн-пуэры – это молодые игристые. И это сырой чай, либо же можно еще сказать зеленый чай шэн-пуэра. Вот у нас прессованные шу-пуэры совсем маленькие. Здесь они отличаются с розой, с рисом, с хризантемой, то есть добавка идет. Здесь у нас шу-пуэр в мандарине высушен, он очень оригинальный. Потом вот такие небольшие блины разных форматов, то прессованные совсем бывают, потом бывают как гнезда. Здесь 500-граммовые. То есть вот эти блины прессованные бывают разных размеров. Что шу-пуэры, что шэн-пуэры считаются очень отлично бодрящим чаем. Ими можно заменять кофе. Это реально. Если вы хотите уменьшить количество выпитого кофе, вы можете заменять пуэрами. Также у пуэра классное свойство, которое помогает при пищеварении. Также с помощью этих чаев можно очень хорошо расслабиться.
смотрится. Сегодня я хочу вам показать, как он смотрится. Шупуэр чиннянь 10-летний, это чай 10 лет. И также молодой шенпуэр зеленый. И как же они между собой будут отличаться? Мы берем наш рассыпной пуэр чиннянь. На один чай 400-500 мл, как правило, идет 4 грамма чая. Это вы можете взять 2 чайные ложки. 1 чайная ложка – это 2 грамма. В самом начале, по китайским традициям, очень хорошо сполоснуть чай. Говорят, что можно пыль сполоснуть таким образом, также разбудить сам чай. То есть мы залили и как будто помыли, сливаем залитую воду. И потом уже наливаем полностью для заваривания. И теперь мы завариваем наш молодой шенпуэр. У нас он называется Iceland. Это вот такой вот кусочек. Если сравнивать с шу, он такой, видите, да, светлый, как зеленый чай. Также кладем, заливаем. Наш чай просыпается. Также очень хочется отметить, что пуэр очень специфичен. У него характерный аромат. Как правило, это напоминает сырое подполье, осень, листву, которая сгнила. Кто-то говорит, что землей пахнет, спаханной землей, я бы так сказала. Это все про шупуэры. А про шетпуэры, который у нас молодой и зеленый, да, у него очень фруктовый аромат, как будто напоминает, знаете, вот, компот с детства, сухофрукты, слива, чернослив, вот такие вот у него характерные ароматы. Первым мы заваривали наш шупуэр, он у нас темный. Вот такое вот отличие. Пахнет сырой. Для меня он пахнет всегда сырой землей и сырой листвой. И знаете, я хочу сказать, после первых же глотков пуэра, как вы правило, чувствуете, вот утром у вас на глазах пелена бывает, да? Пьете чай пуэр, и после этого ощущение, что у вас глаза становятся шире, и вот эта пелена уходит, и вы видите мир как будто бы чистыми глазами. Всем доброго утра и бодрого дня! Выращивание правильных продуктов и напитков, в том числе, начинается с земли. А земледелие в наших суровых условиях – это уже наука. Агату давно доказал, суровый климат не приговор для цветоводства, а вызов, который ученые принимают с блеском. К маю здесь уже готово более 30 тысяч сеянцев, и это не просто рассада, а стратегический запас красоты для всей республики. 25 видов цветов, 9 овощных культур, 15 тысяч овощной рассады. Но главная гордость – вегетативные петунии, которые размножаются только черенкованием, сохраняя все свойства материнского куста. И главная миссия этой теплицы – образовательная. Для студентов это не просто практика, а возможность перенять опыт от лучших агрономов. О том, как учат не по книжкам, а прямо в грунте, расскажет Катерина Винокурова. За окном май, но в Якутии это еще далеко не лето. Но дачники и огородники знают, что самая горячая пора сейчас не на улице, а здесь, в теплице агротехнологического университета, где весна уже давно превратилась в пышное лето. Агату давно доказал, суровый климат не приговор для цветоводства, а вызов, который ученые принимают с блеском. К маю здесь уже готово более 30 тысяч сеянцев. И это не просто рассада, а стратегический запас красоты для всей республики. 25 видов цветов, 9 овощных культур, 15 тысяч овощной рассады. Но главная гордость – вегетативные петунии. От обычных семян они отличаются тем, что размножаются только черенкованием, сохраняя все свойства материнского куста. Сейчас я покажу процесс черенкования петуний сорта Тайдал. Для этого нам потребуется сама рассада, да, петуния Тайдал. Например, вот из одного куста можно получить методом черенкования 10 таких горшков петунии Тайдал, да, отдельная уже рассада. Вот данный куст уже подвергся черенкованию, да, видно, что есть обрезанный, да, и мы сейчас эту веточку возьмем и вот эту веточку, да. Мы цветочки убираем, бутоны, да, бутоны все убираем и берем где-то 5-7 сантиметров
отсюда, да, от верха, немножко угловой. И обмакиваем на корневин. И мы можем уже высаживать тут на почве с вермикулитом. Вот так высаживаем. Через 3 недели, например, вот укоренение способом вермикулита, вот укоренилось вот столько корней. И мы уже вот готовый один, получается, росток тайдала. Мы его сейчас садим на такие стаканчики. Делаем укоренение, наливаем воду, берем вот, тоже немножко корневином вот так обмакиваем и уже садим. По мере увеличения в размерах мы такие горшки уже переносим. После черенкования, вот с одной ветви, да, через 3 недели она получится вот такой уже пышной, да, прорастится. И вот пораньше мы черенкованные петунии у нас уже в вазоны посажены, уже готовы, получается, к высадке уже, да, и пышные вот со цветочками они будут украшать фасад вашего дома, либо учреждения. Но главная миссия этой теплицы образовательная. Для студентов факультета агробизнеса это не просто практика, а возможность перенять опыт от лучших агрономов. Учат здесь не по книжкам, а прямо в грунте чувствовать растения. Я сейчас сажу семена кабачка самопыляемого. Так, немножко вот этим вот инструментом легко отдаю, раскапываю чуть землю, потом беру его семечко и вот так аккуратненько ребром его ложу, дабы он потом в будущем смог легко прорасти и расцвести. Человек, я сильно в цветах не разбираюсь, но, как скажу, ну, тут уже растут не только обычные цветы, а уже и, может быть, как кабачки, разные томаты, помидоры. Мне это уже пригодится, вот, так как у меня есть родственники в деревнях, которые уже сами в своих же теплицах уже начинают садить. Вот это, например, мне поможет, полученные знания, лучше разбираться, как им лучше помогать, что им больше понадобится, какую температуру надо держать в теплице, чтобы им было более комфортно и тому подобное. Также и само время, когда растет. Но также эту информацию можно будет делиться со своими родственниками. Месяц назад в Агату уже собрали первый урожай огурцов и готовят к высадке 1000 цветов. Так что, если ваша рассада чахнет на подоконнике, возможно, пора приехать сюда за знаниями. Тогда хорошие всходы вам гарантированы. Катерина Винокурова, Аэлита Махно, Якутск. Вот до чего техника дошла. Даша там была, теперь здесь. Привет, как там погода? Отлично. Кстати, солнечно, удивительно тепло. И как-то немножечко, как бы я даже сказала, празднично. Вот ощущается атмосфера предстоящего праздника. И очень интересная беседа была сегодня. И много интересных фактов узнала лично я. Надеюсь, наши телезрители тоже для себя полезное что-то выявят. А что для тебя вот самое вот удивительное из новых познаний оказалось? Ну, ты знаешь, я, например, была удивлена тому, что все-таки наши такие локации, исторические объекты, они не охраняются, и вот никто особо за этим не следит. То есть все люди, которые так или иначе пытаются как-то осквернить места памяти, им ничего за это нет. Их сложно, во-первых, вычислить, найти, и, соответственно, к ним нет... сложно применить какое-то наказание. А странно. Хотелось бы, наверное, чтобы, может быть, под какими-то объектами, да, находились, пристальными, допустим, камера, чтобы стояла возле каждого объекта. Вот для меня это было удивительно. Ну и опять же, мы, видимо, все-таки возвращаемся к тому, что было сказано спикером, да, что все-таки это наша общая гражданская ответственность, да, наблюдать, следить и оберегать память нашей страны в том числе. Вот. Ну а мы, получается, продолжаем, да, поговорили про теплицы, и пока вот одни выращивают будущий урожай в теплицах, другие восстанавливают прошлое по деталям, по винтикам, по ржавым кузовам. В июне исполняется 100 лет с того момента, как в Якутске появился первый автомобиль, причем владельцем его был сначала аптекарь. Позже автомобиль сослужил хорошую службу в деле подготовки водителей, когда его передали в школу шоферов. А затем его следы теряются где-то в Алекминске. Об этом пишет энтузиаст истории автомобилей Якутии Ярослав Арбугин. А наш коллега Дмитрий Аргунов продолжает рассказывать историю автомобилей, которые
которые сыграли важную роль в истории отечественного автопрома и транспорта Якутии в том числе. Наши сограждане старших возрастов прекрасно помнят «Москвич-2140». Работы над его созданием начались в 1975 году. Конструкторское бюро завода планировало создать на замену принципиально новый, возможно, даже переднеприводный автомобиль, нечто среднее между выпускаемой 412 и «Волгой». Новый автомобиль, получивший заводское обозначение АЗЛК-2140 и торговую марку «Москвич-1500», начали производить серийно с 1976 года в заднеприводном исполнении. Серийные автомобили комплектовались карбюраторным двигателем мощностью 75 лошадиных сил, механической четырехскоростной коробкой и имела топливный бак на 46 литров. Кардинальной переработке подвергся интерьер салона. Конструкторы завода создали новую панель, отличающуюся повышенной травмобезопасностью, установили новый руль, изменили комбинацию и внешний вид приборов, циферблаты которых стали круглыми. Машины комплектовались сиденьями новой конструкции, поменялась обивка последних, отделка салона, ряд иных деталей. В систему освещения «Москвич-2140» дополнительно ввели аварийную сигнализацию. Была реализована схема, позволявшая поворотникам и стоп-сигналам днем гореть ярче, чем ночью. Переработали тормозную систему, смонтировав дисковые тормоза на передних колесах, каждая скоба которых имела вакуумный усилитель, 2 пары цилиндров. Эти детали изготавливались по лицензии британского производителя Гирлинг. Новый «Москвич» получил для большинства моделей радиальные шины со встроенным металлокордом. Полный переход на новую конструкцию происходил постепенно. Автомобили выпускались с использованием деталей от 412 версии с постепенным отказом от их использования. 2140 на тот момент имел двигатель, подвеску, полностью отвечающую мировому уровню. Однако катастрофически проигрывал ВАЗ в дизайне и комфорте. В ретро-музее старые автомобили можно потрогать и даже представить себя за рулем советской легенды. Просто посетив его, сесть за автомобиль, я думаю, разрешат это сделать. Но есть еще один способ провести время с пользой. Действительно, это сходить в кино. Тем более, что на этой неделе в прокат вышли сразу несколько новинок на любой вкус. Какие фильмы стоит посмотреть в ближайшие дни, узнаем в нашей афише. Настоящим прошу зачислить меня добровольцем в ряды действующей Красной Армии. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что 7 мая в прокате представят военно-историческую драму «Отец». Сюжет разворачивается в 1942 году. Главный герой, сибирский охотник Гавриил, получает известие, что его сын Семен числится пропавшим без вести на фронте. Не веря в смерть сына, Гавриил добровольно уходит на войну, чтобы отыскать его. На передовой он быстро проявляет себя как один из лучших снайперов и возглавляет группу бойцов. Теперь от него зависит не только судьба сына, но и жизни многих солдат. Готовьте группу, ночью выходите. дети на боевом задании. Группа должна получать боевой опыт. Также на больших экранах хоррор ирландца Дэмиана Маккартни «Хоукум», что в переводе с английского «чушь» или «ерунда». По сюжету писатель ужасов Оуэн Бауман отправляется в отдаленный уголок Ирландии, чтобы развеять прах родителей. Он поселяется в старой местной гостинице и узнает, что, по слухам, в номере для новобрачных обитает ведьма. Вскоре начинает происходить нехорошее. Бесследно исчезает горничная. Вслед за этим литературные кошмары Баумана начинают материализоваться, заставляя его столкнуться с травмами собственного прошлого. Критики уже назвали фильм классической историей о доме с привидениями, но поданной талантливо и богатой на атмосферу. Они также похвалили черный юмор фильма и его блестящее звуковое сопровождение. Ну а мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Ну
А после кино переходим к новостям из мира живой природы. В московском зоопарке показали новорожденную двойню кошачьих лемуров. Малыши появились на свет 11 марта и все время проводят на спине матери. Поэтому сотрудники пока не тревожат семейство, чтобы определить их пол и вес. Кошачьи лемуры занесены в список вымирающих видов, так что появление потомства – это важное событие. И хорошая новость для тех, кто любит вставать рано. С 1 по 31 мая в зоопарке проходит акция «Ранняя пташка». Гости, привыкшие вставать на заре, могут посещать зоопарк бесплатно. Для этого нужно оформить билет и пройти с 7:30 до 9 утра. Вот Так такая что, акция в московском зоопарке. Да, если вы в Москве окажетесь в ближайшее время, то можете ей воспользоваться, особенно если у вас есть привычка вставать рано утром. Мы опять же возвращаемся к нашему разговору на этой неделе про жаворонков, сов, вот голуби были, орлы, цапля и утка. Я всех запомнил. Молодец. Ну а в целом, конечно, вот интересно, что бы меня побудило в 7:30 проснуться и пойти в зоопарк. Ну и мне кажется, если ты любишь животных, ну как бы с точки зрения даже больше какой-то научной, то пойдешь, потому что сказали же, да, это очень важное событие, потому что вымирающие виды и разродились. Ну Это... да, на малышек и лемурчиков посмотрела бы. Да, вот. Ну а от лемуров, которые вызывают умиление в любом случае, к тем, кто живет с нами бок о бок и давно стал полноправным членом семьи. Хорошая новость для всех, кто считает кошку или собаку родным существом. Италия сделала важный шаг навстречу владельцам домашних животных. Местный парламент одобрил закон, который позволяет брать оплачиваемый отпуск для ухода за заболевшим или умершим питомцем. Теперь, если кот или собака серьезно заболели, хозяин имеет право на 3 оплачиваемых выходных дня. Раньше такие отгулы давали только при болезни близких родственников. Правда, есть условия. Животное должно быть зарегистрировано. Оно должно иметь микрочип, и ухаживать за них больше некому. Хомячки и рыбки, увы, не в счет. Отпуск полагается только владельцам кошек и собак. Италия стала одной из первых стран Европы с такой нормой. Подойдет ли до нас когда-нибудь такое? Ты знаешь, но для многих это будет повод приобрести резко собаку или кошку, дабы получить 3 выходных дня. В целом мы на уровне общения и отношения человеческом, мне кажется, вопросы эти решаемые, если нужно куда-то съездить, там, к ветеринарку поухаживать. Но вдруг все-таки уже у нас тоже такое появилось, узнаем из новостей, которых нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В Якутии упростили правила получения и замены прав на управление маломерными судами. Это сделает водный транспорт доступнее для рыбаков, охотников, жителей прибрежных сел и туристов. Теперь заменить удостоверение можно в любом подразделении ГИМС. Среди главных новшеств – электронный формат документа. При желании выдадут и бумажный вариант. Особые условия для участников СВО. Они могут обновить удостоверение в любое время без сдачи экзаменов. Проверку практических навыков теперь проводят круглый год, а пересдать теорию и практику после неудачи можно уже через 5 рабочих дней. Посмертно награждены военнослужащие, отдавшие свои жизни при исполнении воинского долга. Семьям 16 бойцов, которые отдали свои жизни на защиту Родины, были переданы государственные награды. Эти медали и ордена являются символом признания подвига и вечной памяти о мужестве сыновей и мужей Якутии. Также были вручены медали Всероссийского общественного движения «Отцы России» 2 отцам погибших солдат в знак признания и вклада в воспитание защитника Отечества. В завершении церемонии все присутствующие почтили память павших воинов специальной военной операции минутой молчания. Сегодня уже по традиции мы совместно с военным комиссариатом республики вручаем, передаем государственные награды родственникам наших защитников Отечества. Мы вручили сегодня 14 орденов мужества и 2 медали. Медаль за храбрость 2-й степени и медаль Суворова. Все награды, они независимо от уровня и статуса, очень важны. Они показывают подвиги и храбрость наших земляков, бойцов, которые принимали участие в специальной военной операции.
Правительство России приняло важные поправки о расчете военной пенсии для добровольцев. Теперь в день службы в ходе специальной военной операции будет засчитываться за 3. Кроме того, в выслугу лет включат и время лечения в госпитале после ранения или заболевания, полученного на фронте. Для добровольцев, участвовавших в контртеррористических операциях в приграничных регионах, действует другой порядок. Там каждый день службы засчитают за 2, включая дни лечения после ранений. Кабмин также определит форму справки, подтверждающей участие в спецоперации. Ее будет выдавать командир воинской части. Инвесторы, вложившие в производство фильма «Мои таежные каникулы» через цифровые финансовые активы, получили впечатляющую доходность свыше 50% годовых. В проект вложились более 20 инвесторов с минимальным порогом входа всего 1000 рублей. Премьера картины прошла 19 марта этого года, а сборы в региональном прокате превысили 19 миллионов. Выплаты инвесторам, включающие возврат номинала и доход, завершились 30 апреля. Фонд уже готовит новый цифровой актив на завершение фильма «Сана Ботур». Сбор заявок пройдет с 11 по 31 мая. В столице республики стартовал сезон утренних зарядок. Теперь каждое утро с 7 часов любой желающий может присоединиться к оздоровительной группе. Упражнения выполняются под руководством известных спортсменов и общественных инструкторов. Так, на стадионе Туймада зарядку провели мастер спорта международного класса по стрельбе из лука Кристина Устинова и известный боксер Василий Егоров. Как известно, легкая разминка дает заряд бодрости, повышает работоспособность, общий тонус и настроение. Поэтому на открытие сезона утренней зарядки активно собрались сторонники здорового образа жизни, в том числе дети, молодежь, пенсионеры. Они выполнили упражнения на свежем воздухе в течение 30 минут. 3. Утренняя зарядка «Начни с победы» и «Победа над собой». Вот это девиз вот в течение 20 лет продолжается, и много по всей республике. Много, тысячи человек выходят на эту зарядку и занимаются, как говорится, своим здоровьем, укреплением, прививают своих детей, близких, друзей. В целом идет ОФП, общая физподготовка идет, йога идет, часть от легкой атлетики идет. Вот в целом по циклическим видам спорта. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Ну и как уже сегодня говорили, завтра страна отметит День Победы, один из самых важных и трогательных праздников в нашей стране. В Якутске в эти дни пройдут памятные акции, концерты, шествия бессмертного полка, тематические выставки и праздничные программы. А в центре города временно ограничат движение транспорта из-за, естественно, массовых мероприятий, потому что нужно обеспечить безопасность участников. О том, как столица готовится к 9 мая и какие события ждут жителей и гостей города, поговорим с начальником управления культуры и духовного развития города Якутска Сарданой Брызгаловой. Сардана Семеновна, доброе утро. Доброе утро. Вот. Какие главные мероприятия ждут Якутск в эти выходные и какие из них, наверное, самые крупные будут? Праздничные мероприятия у нас начались вот с 5 числа, с 5 мая. Традиционно акция «Поем двором». Мы поздравили наших дорогих ветеранов. Мы все знаем, что по всей республике у нас их 7 человек осталось. И, конечно же, мы каждый год стараемся обратить особое внимание этой акции. И в этом году тоже с участием наших детей, артистов, а также вот руководителей разных структур мы постарались сделать такие незабываемые, яркие мероприятия. И вчера у нас прошла традиционная всероссийская акция «Свеча памяти». Несмотря на пасмурную погоду, очень много народу пришло, и молодежь, и неравнодушные жители города Якутска и гости ежегодно принимают самое активное участие. Если сравнить, то прошлый год у нас был юбилейный, около 10 тысяч человек приняло участие, а в этом году вчера вот более 7 тысяч человек приняли участие, поэтому акция, она вот каждый год собирает очень много населения. И сегодня, 8 мая, в преддверии вот главного праздника Дня Победы, у нас планируется по 3 локациям мероприятия. Это у нас в 10 часов утра начнется на площади Победы поднятие Знамени Победы традиционное.
Очень интересное мероприятие после этого построение юноармейцев у нас будет. И лучшему отряду, юноармейскому отряду вручают традиционно вот копию символа Знамени Победы. Потом Парк Победы у нас сегодня насыщенная программа с 12 часов. Традиционно начинаем с возложения у стелы воинам-победителям цветов возложения, а также концертные программы, солдатская каша. Поэтому всех жителей и гостей города Якутска приглашаем в Парк Победы с 12 часов до 5 вечера. И третья локация у нас сегодня это Площадь Дружбы. С 12 часов у нас концертные программы. Очень интересную программу нам подготовила кадетская школа со своими партнерами и друзьями, где примут участие артисты театра оперы балета, студенты Арктического государственного университета культуры и искусств, ну и также творческие коллективы Министерства по внутренним делам и так далее. В общем, концертная программа будет очень интересная. Насыщенная, да? Ну и, конечно же, завтра, 9 9 мая, у нас традиционно в 11 часов начнется праздничная программа с возложения цветов, с митинга, военно-патриотического шествия и, конечно же, Бессмертный полк. Бессмертный полк у нас в 12:15 пока по сценарию стоит начало. Ну и далее у нас с часу дня на Площади Победы различные концертные мероприятия, выставки, акции, активности. И в час дня Осохой Победы традиционный будет организован. Ну и до 9 вечера мы планируем завершить праздничные мероприятия на Площади Победы. А чем они завершатся? Завершит у нас в этом году праздничный день ансамбль службы 02 Министерства внутренних дел. У них каждый год очень интересная программа. Ну и гости, жители города Якутска могут посмотреть в течение дня различные концертные программы, которые нам подготовили. Например, вот колледж культуры традиционно принимает участие студенты. Государственный вокальный ансамбль Туймада в этом году планирует тоже концертную программу. Ну и с Годом единства очень интересная концертная программа ожидается от Дома дружбы. Давайте все-таки поговорим немножечко про Бессмертный полк. Да, в этом году маршрут какой будет? Такой же, как обычно, или все-таки немножко изменили? Бессмертный полк у нас такой же, как и обычно. Собираем в 10:30 уже начнем собирать народ, который будет принимать участие в акции. Голова у нас будет стоять где вот Токка. И далее по Хабарова. На перекрестке Черяева у нас будет организована солдатская каша и концертная программа, чтобы, ну, когда народ собирался, ощущение. Вот, и ожидающие в своей очереди пройти тоже не скучали. Да. Маршрут такой же, как и в прошлом году. Еще вопрос, так как времени эфирного у нас не так много, а на самом деле разговаривать можно еще и еще. Где полную программу жители могут сами посмотреть? Полная программа у нас активно сейчас идет на рассылке по социальным сетям и на сайте окружной администрации Управления культуры можете посмотреть. В свободном доступе. Ну и стоит напомнить жителям, что в связи с праздничными, как я сказал, мероприятиями для обеспечения безопасности участников, в первую очередь это делается, будут произведены временные перекрытия. Можно ли где-то о них узнать там сегодня, зайти на какой-то сайт? Да, также у нас идет рассылка по перекрытию дорожного движения, а также на сайте окружной администрации и вообще по всем соцсетям мы с картинками, с подробным описанием от какого перекрестка до какого. Да, и напоминаю, что 9 мая с 6 утра до 11 вечера перекрытие будет. Там в районе Площади Победы, по-моему, полностью. Да, Хабарова, Богатырева. Поэтому водители имейте в виду при построении маршрутов, потому что, ну, делается это, опять же, для безопасности участников различных акций. Без этого не обойтись никак. Сардана Семеновна, вам спасибо. С наступающим вас праздником. Надеемся, что все пройдет так же классно, как вы рассказываете. Но, думаю, так и пройдет. Ну, а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся. Желаем вам отличных, хороших выходных, конечно же. Ну и по традиции, как всегда, наш эфир пятницы мы завершаем музыкальной композицией. Да, потому что одна из акций, кстати, завтра в 15:00 на Площади Победы пройдет вальс Победы, в котором можно будет принять участие всем желающим. И вам тоже предлагаем немножко повальсировать. На этом все. С наступающими праздниками!
Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал, и Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал, как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года